Глава Галского района поприветствовал делегацию и поблагодарил за визит. Константин Пилия отметил, что готов работать над развитием проектов в сфере спорта, подчеркнув, что между сторонами есть множество точек соприкосновения. И в случае реализации проекта по восстановлению гребной базы администрации района будет оказана всяческая помощь и поддержка. А что такое молодежь? Когда у него есть где учиться, где развиваться, когда у него есть спортом заниматься, где он будет расти, там он и осядет. Дай Бог, что проект зародился. Михаил Дремов отметил, что база, которая была создана при СССР в поселке Первый Гал, активно использовалась для подготовки гребцов к Олимпийским играм. И отчасти благодаря этой базе многие спортсмены получили самые высокие награды. Осматривали базу, которая была создана при СССР и активно использовалась при подготовке к Олимпиаде 80-го года. И отчасти благодаря этой базе высокий результат был на Олимпийских играх 80-го года у гребцов. Но, к сожалению, с 92-го года сборная перестала сюда приезжать. Инфраструктура, конечно, от этого пострадала. Но водоем замечательный, природные условия прекрасные, сохранилась инфраструктура. И сейчас собираем информацию, смотрим, общаемся с тренерами, спортсменами. Много еще из тренеров работает, которые помнят, как они проводили сборы здесь. Да. И местные жители здесь тоже помнят эти времена и хорошо отзываются. Работаем, прикладываем усилия, надеемся, что что-нибудь получится. Первый заместитель председателя Госкомитета по делам молодежи и спорту Беслан Корчава отметил, что раньше Гал был одним из центров спортивной советской Абхазии. Мы рады, что Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ заинтересовалась этим объектом, и Гал, возможно, опять приобретет такой статус. Ситуация такая. Мы, Госкомспорт, конечно, двумя руками за, чтобы российские спортсмены, российский спорт вообще заехал в Абхазию, чтобы мы тесно дружили, общались. Конечно, в районе, что будет поддержка, я не сомневаюсь. Отношение к спорту и вообще к развитию, нашему развитию. Самое позитивное. Да, только позитив и у спорткомитета, и у нашего президента страны, само собой, государственную поддержку, что нужно. Везде я с вами рядом. В завершении участники встречи обменялись теплыми пожеланиями и направились на Галское водохранилище, чтобы на месте ознакомиться с состоянием спорткомплекса и тем, что уцелело от некогда существующей развитой инфраструктуры, которая когда-то была центром подготовки советских гребцов к Олимпийским играм. Анжела Убилава, Бежан Микава, Борис Цацуа, Гал ТВ.